зачем я тогда должен сдать? Здоровье за деньги купишь. Отказ от отказа. Надо было уговаривать. Истинно, исконно Карачаевский. Наверное, не отвечу на этот вопрос. Ни один препарат 1000 рублей не стоит. И зарабатывает на этом больше, чем россияне нефть. Ничего страшного, даже если он это услышит, Я торгенец. Любое лечение имеет свою цену. Быть врачом или не быть. Ты же сын доктора наук. Почему все ругают ленивых, ведь они ничего не сделали, да? Да, ну... Итак, всем ассаламу алейкум, доброго дня. Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача краевого онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии Ставропольского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Арсен Аскерович Куйчуй. Здравствуйте. Добрый день. Очень рад вас приветствовать у нас в гостях. Хотим сразу поблагодарить за то, что вы нашли время в своем плотном графике и решили поделиться историей своей жизни, историей своего успеха, да, там, каких-то своих достижений с нами, с нашими подписчиками, с нашими зрителями. Спасибо вам за это большое. Большое спасибо за приглашение. Ну и первый вопрос, я думаю, это вопрос, на который вы отвечали минимум несколько десятков раз, а так, наверное, и сотни раз. Почему медицина? Почему врач? Почему вообще эта сфера? Я, наверное, скажу, что ощущается это призванием, по сути своей, как бы сформировалось это достаточно давно, в детстве, уже не помню в каком возрасте, но всю сознательную жизнь, как я себя помню, я хотел стать врачом, и другого плана в профессии у меня нет. Ну, у вас перед глазами был какой-то пример, там, может, родственник, кто-то из Я родителей? думаю, да, это вот как бы родные мои там тети, невестка, как бы они были врачами, и я, как бы, в принципе, рос среди медиков, по сути своей. Ну и как-то это заложило какие-то основы фундамента, да? А почему онкология? Онкология это считается очень сложным и тяжелым морально, да? Ну, да, онкология, в первую очередь, все-таки хирургия, а потом, во вторую очередь, онкология, да, потому что, как бы, онкология как... Так вы онколог-хирург? Да, я онколог-хирург, или хирург-онколог, если брать нашу систему здравоохранения, это отдельная специальность. Если брать мировую, европейскую систему, это хирургия, всеобъемлющая хирургия, которая в том числе и оперирует онкологию. Поэтому, как бы, в первую очередь я определился, что для меня, как бы, подходит хирургия, а во вторую очередь, когда уже я, скажем так, размышлял, какая хирургия, да, я принял решение, что это будет онкология по нескольким причинам. Прежде всего, это достаточно, скажем так, интересная в связи со своей сложностью специальность, достаточно актуальная в связи с бурным ростом заболеваемости и перспективой, скажем так, роста как специалиста. Вот. Другой момент, как бы, общая хирургия сейчас как-то сдает свои позиции, по сути своей, да, то есть уже будучи студентом, я понимал, что в общей хирургии не так много, скажем так, перспектив. Есть зоны интересные, нейрохирургия, сосудистая хирургия, но я вот выбрал себе онкологию. Может быть, и обучение сыграло свою роль, когда я проходил именно этот предмет, в процессе обучения на 5-м курсе. Мне понравилось. Но в целом достаточно сложная, важная и интересная специальность, поэтому я... То есть вы, так сказать, не из робкого десятка, а то, что это сложно, вас не смутило, наоборот, поставили цель и решили добиться. Да. Ну, очень хорошо, очень. Это прям так по-карачаевски, я думаю. Ну, так, истинно, исконно карачаевски. В принципе, это так. А вот вы ж, помимо того, что доктор медицинских наук, вы не можете быть доктором медицинских наук, если вы там не стали
участником многочисленных форумов, семинаров. И я вот знаю, что вы проходили стажировки в Европе, там, в Германии, в Австрии, да, и вы только что сказали, что в европейской системе, да, это хирург, который еще и лечит, оперирует онкологию. Да. Вот если не просто название профессии, да, а вот кардинальная разница в подходе к лечению, что-то вот европейская система и российская система, колоссальные какие-то разницы, что нам нужно у них перенять и чтобы им у нас перенять, на ваш взгляд? В целом наша организация онкологической помощи, вот ее сама задумка, она, скажем так, на голову выше, чем европейская. У нас вообще в России задумка в очень да, многих вещах, она прям превосходна. Задумка, она превосходна, по сути своей. Проблема с реализацией. Проблема с реализацией действительно она есть. В целом, как бы, она реализована, что это отдельная система. То есть, грубо говоря, европейская система оказания онкологической помощи, она устроена следующим образом. При выявлении онкологического заболевания, как бы, помощь оказывается, хирургическая помощь оказывается, конечно, не в рядовой больнице, потому что для рядовой больницы эта помощь, она не рентабельна, да? Там же все, как бы, скажем так, рассчитывается из рентабельности хирургии. Да, в Европе, на Западе, в Америке, да, то есть любое лечение имеет свою цену. Второй вопрос, кто его будет оплачивать, это страховая компания, государственное бюджетное какое-то, как бы, финансирование, или это сам лично пациент оплачивает. Да? Но в целом любое лечение имеет свою цену. Соответственно, как бы, онкологическая хирургия, она достаточно дорогостоящая. Поэтому понятно, что... как бы здоровье за деньги купишь. Ну, скажем так, улучшить его можно за деньги. Улучшить? Улучшить, да. Но, соответственно, как бы, в рядовых больницах онкологическая помощь у них не оказывается. Оказывается в каких-то более серьезных центрах, университетских клиниках. Но все-таки она оказывается врачами-хирургами общего профиля. И, соответственно, мы должны понимать, что, хоть мы и думаем о том, что специалисты владеют всем широко и одинаково классно. А вот эти центры, они как бы не во всех городах, да, есть? Они не во всех городах есть. Они как у нас онкологический да. центр, это у них не так распространено, да? Нет, это не, у них не онкологический центр, просто хорошая большая больница, там в большом городе, там в Берлине, там университетская клиника какая-то, какого-то университета. Вот туда концентрируются эти пациенты. Ну и, соответственно, как бы невозможно быть одинаково хорошим специалистом там во всех зонах хирургии. Поэтому все-таки задумка иметь онкологическую отдельную систему, где онкохирурги оперируют только онкологию и там не оперируют холецистит, язвенную болезнь, мочекаменную болезнь, только своим делом. Соответственно, и в онкохирургии есть еще более, скажем так, мелкое подразделение. Кто-то оперирует молочную железу, кто-то легкий, кто-то там желудок, кишечник. Да. То есть мало того, что только онкологию оперируют, так еще и здесь есть дробление. Да, есть дробление такое. В Европе такого нет? Нет. Это чисто хирургическая специальность, и большинство хирургов владеют этим. Ну, и это очень хорошая задумка. И это очень хорошая задумка. Соответственно, удобно. Соответственно, помимо этого, у нас в этих подразделениях, скажем так, концентрируются отделение лекарственной терапии, да, то есть химиотерапия, отделение лучевой терапии. И в нашем понимании врач-онколог это достаточно широкая специальность. А в понимании европейца врач-онколог это только химиотерапевт, который придет по рекомендации хирурга и назначит таблетированную там химиотерапию. Вот, соответственно, как бы вот эта система, она же не только вот онкодиспансером, как бы, скажем так, формируется. Она, задумка очень хорошая, начинается она с поликлиники,
это онколог первичного онкологического кабинета в любой районной поликлинике должен быть, который направляет потом при выявлении онкологического знания, который обследует пациента, выявит заболевания. Сейчас отправляет новое, скажем так, нововведение в нашей системе онкологии Центр амбулаторной онкологической помощи, который там какой-то межрайонный или городской, в котором уже более специализированный есть оборудование, врачи, которые быстро должны обследовать человека и уже потом направить его в онкологически специализированный центр, да, ну, например, краевой диспансер. И за краевым диспансером стоит еще и центральная клиника. Это сейчас, раньше это были научно-исследовательские институты, сейчас это называется научные медицинские центры, НМИЦ, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской НИИ. Вот диспансер может, если считает необходимым в этой ситуации воспользоваться направлением в федеральный центр, направляет туда. Ну, получается, пациент приходит в районную поликлинику, если врач там не может справиться, он перенаправляет дальше. Ну, в районной поликлинике он должен направить дальше. Ага. А вот в региональном центре мы должны определиться, оказываем ли мы помощь. Вы отправляете дальше в Москву? Вот, например, есть операции, которые выполняются не так часто. Да? То есть, грубо говоря, вот сегодня у меня была операция, резекция печени при злокачественной опухоли печени на фоне цирроза, да, рак печени, по сути своей. Соответственно, в нашем регионе в целом это порядка 50 пациентов с раком печени, из них операбельных единицы. 50 это в год вы имеете? В год, да. Из них операбельных единицы. Соответственно, в такой ситуации мы можем принять решение, если нужна обширная резекция, мы можем принять решение, что его можно направить в центр, который уже имеет отделение хирургии печени и поджелудочной железы. То есть они из всех субъектов концентрируют вот эти ручейки и формируют отделение, где там в неделю выполняется 10-15 операций, тех, которых мы, например, в год выполняем 5. Соответственно, вот такие ситуации, конечно, есть смысл направлять. Более редкие, более сложные, с чем мы меньше сталкиваемся, там, где они концентрируются и только этим занимаются. В целом сказать, что возможности там федеральных центров чем-то на порядок выше, чем региональные, я бы так не сказал. Ни в специалистах, ни в, скажем так, ни в технологиях какого-то диаметральной разности нету абсолютно. Ни в Европе, ни в Москве по сравнению со Ставрополем. Но все-таки вот такие моменты эксклюзивные, какие-то операции, которые здесь не востребованы в связи с отсутствием потока, ну, например, операция на головном мозге. У нас отделения опухолей головного мозга нет в онкодиспансере. Очень редко, да? Это редкая патология, которая концентрируется либо в федеральном центре, либо, если в субъекте есть отделение нейрохирургии, которое занимается травмой, в том числе и опухоли, тогда они оперируют, потому что там тех 10 человек, этих 15 человек, и в целом на функционирование отделения есть пациент, по сути своей. А так? Вот эта вся система, это плюс России сравнительно с Европой. Да, однозначно. А какие в Европе плюсы? Или давайте даже так скажем, вот с завтрашнего дня вы министр здравоохранения Российской Федерации. Что бы поменяли, что бы изменили? Не только онкология. Вот. Российской Федерации, наверное, сложно масштабировать ситуацию. Конечно, у нас
большие недостатки вот этой нашей хорошей задумки в ее реализации. Да? То есть, С чем это связано? Вот почему? Не хватает кадров, коррупция, как-то спустив рукава все делают. Почему? Ну, если говорить о системе нашей сейчас здравоохранения в части страховой, да, тут тоже задумка шикарная. Да? То есть вот задумка хорошая, то есть все работающие отчисляют какую-то часть заработной платы, федеральный фонд страхования, да, соответственно, когда человек заболел, он имеет возможность получить финансирование за счет наличия своего полюса, эту помощь. Ну и получается, человек не боится. Не боится, да? Он застрахован. Он исправно да? работает, Да, платит он как бы налоги и отчисления. Да, он застрахован. И все, и он не боится. Вот задумка Он может шикарная. прийти По сути, и купить как бы, здоровье, да, улучшить. улучшить свое здоровье, по сути своей. Но реализация ее проблематична. Почему там проблемы складываются? Часть людей не оформлены и не платят эти отчисления. Да? Оформлены все. Значит, Ну, это денег как бы меньше виноват поступает. человек сам. Ну, я понимаю, как бы. Но Или такому человеку тоже положено оказать. экстренная помощь ему положена, если у него полиса нету. Он 10 лет не платил, сегодня оформился и платит. Но в целом, как бы, это же влияло, скажем То есть так, он на числит общий 200 кошелек. рублей, Да. а у него там Да. смета на 200 Да. тысяч. А он сегодня полис получил и имеет право его получить, когда заболел. Как бы. А до этого как бы он не отчислял. А задумка-то была, что он всю жизнь отчисляет, когда и даже не болеет. Вот. Соответственно, как бы, скажем так, наполнение этого общего бюджета страдает за счет разных факторов, но денег туда меньше поступает, чем хотелось бы или чем было задумано. Потом это финансирование идет через фонды ОМС, потом страховые компании, вот эти все наши, скажем так, прокладки, которые есть на пути этого финансирования, конечно, они тоже какую-то долю бюджета этого съедают. Да? Ну, везде сотрудники, да, везде везде зарплаты, сотрудники, везде аренда. везде аренда, здание. Вот, поэтому, соответственно, там были разговоры, что как бы упразднить эту часть системы. Достаточно много проблем, связанных с лекарственным обеспечением. Тоже, вот, ну, например, как бы все говорят. Кстати, вот в теории все больницы должны быть обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Безусловно. То есть пациент не должен сам покупать. По задумке нет. Да, но по факту мы видим, что практически всегда человек должен купить все Скажем так, капельницы, в лекарства. современное время, уже там с десяток лет мы ушли от этой проблемы. Да? То есть у нас хватает, скажем так, обеспеченности, чтобы пациент не бегал в аптеку Это именно у вас в онкодиспансере. Да. А в других подразделениях, я думаю, сложнее, но, скажем так, ответственно не могу говорить. Но что касается, например, лекарственного обеспечения амбулаторного лечения, у нас в России его вообще не существует. Да? То есть как бы мы в стенах Государственной Думы об этом задавали вопрос. Когда-нибудь страховая медицина будет обеспечивать? Да? Человек же застрахован, имеет полис, заболел. Ему в поликлинике доктор выписал лекарства. Ну, по идее, как бы, вот, в страховой случае лекарства должны быть у него бесплатные, и он должен их получить, да, то есть, ну, вот, например, там, в Германии где-то, вот, насколько я понимаю, такая система, да, доктор написал, выписал рецепт, назначение сделал, все, он пошел, получил, он же страховку платит, да, как бы, он же страховку ежемесячно выплачивает, как бы, соответственно, он получает это лечение. Например, проблема с обеспечением инвалидов. Вот достаточно яркий случай проблемы нашего здравоохранения. В общем, инвалиды должны получать бесплатные лекарства. Вообще любые. Вообще любые. Ну, не, те, которые врачи назначают. Вот он инвалид, и он получает бесплатные лекарства. Ну, то есть это лечение не только по его инвалидности, ну и там простыл, ему врач написал там.
Вот этих нюансов могу ошибиться, как бы, но в целом, вот что касается нашей патологии, Связано вот, с инвалидностью. да, связано с инвалидностью, да, назначение он должен получить бесплатно. Но в то же время, инвалид имеет право не получать лекарства, а получить 1000 рублей добавку к своей пенсии. И вот это приводит к парадоксу. Что получается? Человек рассчитан на задумка была изначально на то, что там, 100 инвалидов, да, он сам выбирает, да, он может отказаться от соцпакета вот этого лекарственного, там может быть помимо лекарств еще там транспорт, еще что-то входит. Он говорит, мне лекарства не нужны, мне никто ничего не назначает, сейчас я возьму 1000 рублей, это будет выгоднее. А задумка была рассчитана на то, что там 100 тысяч человек кумулируют эти деньги, не получая их на руки. И одному кому-то требуется препарат. И государство, он дорогостоящий, да? Ни один препарат 1000 рублей не стоит, ту, которую как бы выдают. Соответственно, как бы тогда ему из этой общей казны, как бы обеспечивающей там инвалидов всех, и одному инвалиду покупают. Вот. Соответственно, у нас получается так, что льготу все имеют, а ее реализовать невозможно. Потому что большинство из них берет деньги в виде 1000 рублей. А потом, когда возникает необходимость получить ему лекарство, тот, который до сих пор брал 1000 рублей, он идет, оформляет в пенсионном фонде отказ от отказа. То есть он раньше отказывался лекарства получать, а сейчас он отказывается от своего отказа, восстанавливает свое право на льготу и хочет получить препарат, который там стоит, ну, например, 200 тысяч месячного приема таблеток. Да? Соответственно, откуда в этой системе будут деньги, чтобы его обеспечить? Потому что другие все по 1000 рублей забрали. И один, ладно, 1000, но если их там 10 тысяч, Да. это уже 10 миллионов в месяц. Да, соответственно, как бы вот эта проблема, да, то есть вот, ну и населению достаточно тяжело это донести, потому что каждый думает сегодняшним днем и только о себе. Соответственно, никто не думает, что я не возьму 1000 рублей, там мы все не возьмем 1000 рублей, и, соответственно, соберется там несколько миллионов, да, а может быть и мне. Да? То есть, может быть, ты же попадешь в эту ситуацию, что тебе будет нужно такое лечение. Вот это одна из проблем нашего здравоохранения в части онкологии. А вообще, почему лекарства некоторые вот настолько дорогие? Вот есть там и за миллион, и за 2, и за 5, и за 10. Чем образуется эта цена? Или вот Ну, вы говорите, это же все-таки фармацевтический это бизнес. дорого. Да. Вот. Это же фармацевтический бизнес. Как бы. Мне сложно, как бы, там, я нюансов всех его не знаю, но я знаю там небольшие цифры, которые меня как-то пару лет назад поразили. Грубо говоря, Россия, продавая нефть, зарабатывает меньше денег, чем Швейцария, продавая лекарства в год. Да? Соответственно, как бы... Россия это нефтяная держава. Да, Россия нефтяная держава, продает очень много нефти, зарабатывает очень большие деньги, а какая-то маленькая страна европейская, там, не факт, что Швейцария, но какая-то из европейских стран имеет там несколько высокотехнологичных, маленьких, ну, по сравнению с нефтяной державой, как бы, заводов фармацевтических, производит лекарства и зарабатывает на этом больше, чем Россия на нефти. Это удивительный, как бы, факт, но это так. Соответственно, как бы, возможно, эта монополия, там, новый препарат вышел, есть, скажем так, право его производить только в одной компании, которая его выпустила. Какие-то препараты содержат высокие, какие-то достаточно дорогостоящие технологии в их производстве, а какие-то, может быть, спекулятивно высокая цена из-за того, что другой не может, как бы, его произвести. Как бы. Но в то же время есть проблема в нашей, как бы,
ситуации, что один и тот же препарат в разном государстве может стоить разные деньги. Да? Ну да, вот мы знаем, что в Турции, например, Да, намного ну, дешевле да? препарат. Там было у меня недавно А в Америке подороже. пациентка в Дубае, там в Эмиратах тоже дороже, а в России там где-то средняя, да. Была пациентка, получающая препарат в Армении, как бы, в России у нас он в разы дороже, в 10, а то и в 15 раз. Дороже, чем в Армении. Дороже, чем в Армении. Она там сама покупает, потому что нету системы. А здесь, грубо говоря, государство обеспечивает пациента. Но государство могло обеспечить 15 пациентов, или 10 пациентов, или одного. Да? Это же разные вещи. Поэтому где-то цена складывается, скажем так, не в нашу пользу в этой ситуации. Вот, вернемся к медицине. Вы закончили университет с красным дипломом, да, на красный диплом? А в моменте обучения были ли какие-то сомнения, может быть, желание бросить медицину, уйти в другую сферу? То есть, может, какие-то сложности, с чем? Ну, однозначно у меня не было никогда таких сомнений. Был период, был такой период, когда я мог не посоветовать кому-то пойти. Да. Вот я четко это помню, там был период, там братья там заканчивали школу, что-то как бы, ну, абсолютно я не настаивал. Ну, отговаривали? Не отговаривал, там, если бы у кого-то возникло желание, с удовольствием бы поддержал, но, как, скажем так, настоятельную свою рекомендацию не предлагал. По одной простой, по одной простой причине, что я понимал, насколько это требует труда, сил и как, скажем так, насколько это невысоко оплачивается. Вот был такой период однозначно, потом он прошел. Потом все-таки я понял, что надо было уговаривать. Что изменилось? Изменилось, кстати, ни один из факторов не изменился. Ни там какая-то оплата больше не стала, ни там трудоемкость больше не стала. Я в этот момент понял, что для своих там знакомых, близких, я как уже состоявшийся врач, там, хирург, там, доктор наук, там, скажем так, преподаватель, достаточно, скажем так, облегчил бы эту ситуацию. Да? То есть как бы смог бы научить их становление, облегчить и ускорить. Да? То, что в стандарте мне или там какому-то человеку без посторонней, скажем так, помощи сложно, то, что там 5-6 лет ты затратишь на это же можно за год пройти или за 2. Вот это мне, скажем так, конечно, тогда уже, вот когда я уже сам много чего добился, скажем так, окунулся, я понял, что когда я уже начал молодежь как бы учить, я понял, что была-то возможность быстрее все сделать. Хотя я и всем им говорю, там, кто приходит учиться, что за руку никто водить не может, не будет. Но тем не менее, как бы есть возможность, когда есть наставник, грубо говоря, как бы, быстрее достичь того уровня, когда ты будешь самостоятельно. Ну, у нас сейчас как раз поступление, сентябрь, да. И мы все знаем, что в медицинском университете очень много наших учатся. Что бы вы вот сейчас несколько основных таких мыслей, фраз, идей сказали бы и первокурсникам, и, наверное, не только первокурсникам, но особенно первокурсникам, которые вот сейчас поступают? Один из важных факторов для начинающих студентов, начинающих медиков, это заблуждение в том, что какой-либо из предметов он не пригодится в жизни. К сожалению, потом, когда он нужен, его наверстать достаточно сложно. Я на личной шкуре испытал какие-то моменты, которые там даже в системе обучения
в университете, в ординатуре, где-то что-то я, если упустил, мне это в работе потом мешало. Аукнулось, мне пришлось это осваивать. Да, вот ребята у меня там были ученики, сейчас ординаторы, ну, какое-то время там низкий балл, что вы делали? Там, ну, кто-то подрабатывал кем-то, кто-то там, не буду говорить кем, потому что поймут, вот, ну, какие-то моменты анатомии вот упущены, а их надо, а теперь мы хотим стать хирургом, а это надо теперь выучить, да, то есть это садиться за анатомию первого курса, как нужно, по сути своей, или ходить на оперативную хирургию, там, на препаратах, это все изучить, уже как бы работая врачом достаточно сложно и времени нет, поэтому как бы вот этот момент, конечно, очень важен. А у вас есть еще одно образование, вы еще и юрист, Да. По специальности. Почему вы решили получить второе образование, причем юридическое? Я знаю, очень многие там юристы, еще и экономисты, да, там какие-то или смежные профессии, или что. Но вот врач, который еще и юрист, я, наверное, первый раз вижу такого человека. Нет, конечно, есть. Я много достаточно людей знаю, которые имеют образование юридическое, как бы. Но у вас была мысль поработать юристом, или вы как бы больше для себя? Нет. Изначально была задумка и понимание, что это очень, скажем так, перспективно в плане... Вообще вы поступили на юридический после того, как вы медицинский закончили? Сколько вам было, когда вы поступили на юридический? Я поступил на юридический во время обучения в медуниверситете. То есть на втором или на третьем курсе я поступил, заочно закончил юридический. То есть я диплом получил в 1 год. Там обучение 5 лет, здесь 6 лет. Поэтому как бы в 1 год я закончил оба, скажем так, высших образования. Тогда не было системы, еще когда можно было на базе высшего образования учиться там 2 года или 3 года, она потом появилась. Я в 2000 году закончил полный цикл 6-летнего обучения в медуниверситете и 5-летнего обучения в СГУ. Только заочная форма обучения, соответственно, как бы была возможность на сессии только как бы присутствовать. Но при этом у вас ни разу не было сомнений, быть врачом или не быть? Нет, врачом не было сомнений быть. В принципе, по большому счету, это юридическое образование мною, скажем так, по крайней мере, до сих пор не использовалось. Да, конечно, многие, скажем так, врачи имеют и экономическое, и юридическое образование, или там управленческое какое-то образование, те, которые занимаются организацией медицины, да, то есть как бы руководители учреждений, как бы, да, в какой-то мере как бы я был и главным врачом, и заместителем главного врача, как бы в какой-то мере, возможно, это дает какое-то, скажем так, плюсы, имея юридическое образование. Но в целом такой задумки у меня нет. У меня была изначально задумка в понимании того, что у нас достаточно много будет проблем, связанных с юридическими проблемами, с исками, с судами, связанных с медициной. Тогда, скажем так, в конце 90-х, в начале 2000-х, я понимал, что мы к этому придем. Мы идем долго, дошли, по сути своей, на данный момент, мы дошли до этого. Вот, соответственно, как бы достаточно много сейчас связанных с юридическими, там, судебными исками проблем, но я не занимаюсь, не практикую абсолютно пока, потому что, скажем так, в сфере, скажем так, обвинения врачей, это немножко другая сторона баррикад, как бы, да, то есть как бы, ты сам являешься врачом на данный момент, как бы, соответственно, как бы против врачей, как бы, никаких действий не принимаешь. А
в защиту, возможно, с этим связано постоянно, как бы, работа там, с жалобами, с обращениями, какие-то знания используются, но, скажем так, Ну, больше для своего удобства. Да, например, по сути. А вот ваш отец, он был ректором Карачаево-Черкесского государственного университета. Да. Да. Не было там какой-то рекомендации, может, более настоятельной рекомендации остаться в Карачаевске, получить образование там, как бы? Нет, абсолютно не было. Такой рекомендации не было. Скажем так, в семье как-то вот, насколько, как я сказал, как я себя помню, не только я хотел стать врачом, все вокруг считали, что я буду врачом. И все. Это было как бы вообще не А так как в обсуждалось. Кочегово не готовили врачей? Да, такого как бы не было. Как бы, даже мысли и даже никогда не обсуждался такой момент. А вот все равно ваш отец ректор государственного университета, уважаемый человек, так сказать, авторитет. Были ли какие-то случаи, когда вы пользовались этим авторитетом? Может, в школе, может, в университете, может, после, когда вы так прикрывались? Может, поблажки какие-то или еще что-то? Сложно сказать. Понятно, что мы все, скажем так, живые люди и там, зная там по фамилии, может, там люди как-то относились. Нет, вот целенаправленно, чтобы взяли и воспользовались. Да, в медицине такой особой возможности не было, как бы. Я не припомню таких ситуаций, когда потребовалось что-то воспользоваться. А так, чаще было, наоборот, лишнее внимание, как бы, и лишняя там позиция отца, что, извините меня, как бы, все знают, чей ты сын, и будь любезен, как бы, да, соответственно, да. Ну, я думаю, ничего страшного, даже если он это услышит, я скажу одну такую историю, или там один такой момент, когда мы говорим о том, что вот что-то можно было бы сделать, а я не могу. Да, вот у меня сейчас дочка говорит, таблицу умножения сложнее выучить. Я говорю, все же выучили. Все люди, которые живут, они все выучили таблицу умножения. Соответственно, как бы варианта у тебя, что ты его не сможешь выучить, нету. Отец мне говорил, да, вообще это кто-то может сделать. Я говорю, ну, может, вот этот может, этот может, этот может. Ну, тогда в чем вопрос, если это кто-то может, почему ты этого не можешь сделать? Это один фактор. Другой фактор, связанный с тем, что, ну, скажем так, мы же говорим от того, что мы стартуем от какой-то базы, да? Вот в свое время он говорил, как бы, он родился в 43-м году, соответственно, в момент выселения, будучи 3 года, отец его умер в Казахстане, ну и, соответственно, ну, кем он был? Понятно, он был не профессором, ну, максимум, как он говорит, ну, наверное, чабаном, да? Кем мог быть, там, карачаевец, там, в 43-м году в Казахстане, как бы, вот, он отца не помнит, не застал, да, в 3-летнем возрасте, вот, и он приблизительно говорил так, что вот я с уровня сына чабана, высланного в Казахстан, стал, ну, профессором, доктором наук, ректором, там, академиком нескольких академий. Соответственно, ты-то стартуешь с этой позиции, да, то есть ты же сын доктора наук, соответственно, как то есть бы условия другие, поддержка другая. да, соответственно, как бы, скажем так, прогресс должен быть другим. До сих пор я не могу сказать, что я там сильно спрогрессировал с этой позиции. Пока я только на уровне там, достижения того же уровня в виде как бы доктора наук, там, профессора, там, заведующего кафедрой.
Ну, немножко в другой сфере, да, но все равно как бы, я говорю, а кем я тогда должен стать? Я не знаю, я что, должен там Министром образования. министром или кем-то стать? Который изменит да, здравоохранение. да. Министром здравоохранения. Да, ну, в целом вот такой посыл был, да, по сути своей. Да. Ну и этот посыл как-то мотивирует. Раз Я он думаю, как бы да, остался да. в памяти, раз мы как бы об этом говорим, Однозначно. скорее всего, он дает какой-то толчок. Однозначно. А вот тогда касаясь этой темы, хотелось бы спросить, вот какой самый важный и ценный совет вы получили в своей жизни? Неважно от кого. Сложно сказать, потому что я вот так не классифицировал и Можете для не себя спешить. как бы не держал в уме, вот чтобы там вот эти советы мне давали, а вот этот из них самый важный, самый ценный, как бы, ну, сложно сказать. Наверное, не отвечу на этот вопрос пока. Если в процессе разговора что-то возникнет, мысль, наверное. Хорошо. Да. Вот вы сейчас сказали, что у вас там дочка, таблица умножения, Да, на да. второй класс, да, Да, по-моему, да, ваша да, дочка. да. Вот живя в Ставрополе, Да. да, то есть город в основном, как бы здесь население русские, Да. там не кавказское воспитание, не горские традиции, как бы, да, ну, так в городе. Сложно ли растить и воспитывать ребенка вот в этих условиях? Я не думаю, что это прям вот какое-то там влияние оказывает отрицательное. Все равно воспитание, влияние там школы, там окружения имеет какое-то, но воспитание все равно в семье в основном. Я думаю, ну пока у нас таких вот сложностей нет. Ну, то есть все вот эти наши традиции, обычаи, да, там уважение к Да. старшим и так далее, это все закрепляется на уровне семьи. Я думаю, да. Или и- этому пока во втором классе не уделяется особое внимание? Нет, этому уделяется внимание, это однозначно, скажем так, должно, чем раньше, тем лучше, как бы, воспитываться в ребенке. Ей очень нравится то, что вот с какой-то, скажем так, карачаевские какие-то обычаи, что они отличаются. То есть От нужно быть чего-то, особенным, да, да? особенно, да. То есть она, хотя и родилась в Ставрополе, она считает родиной Карачаевск, да, то есть как она чувствует себя лучше там в целом в республике, а то и там непосредственно в городе Карачаевске, да, то есть где родители, бабушки, дедушки живут, скажем так. Вот, соответственно, как бы какое-то время у нее не было понимания там вот христианства, мусульманства, там вот как бы что это такое, там она понимала, что это мечеть, а что такое церковь, она вообще не могла понять, как бы, вот, ну как-то аналогии как бы приводишь, как бы, вот, был смешной случай, когда она пришла, сказала, когда у меня будет, например, обычный крестик на цепочке, как бы, да, то есть там, да, всех тогда девочек есть, да, а у у меня всех нет, есть, да? да, у меня нет, как бы. Тогда настал период, когда нужно объяснять, что там, что такое христианство, что такое там в плане религии. Ну, в принципе, она все комфортно себя чувствует. То есть никаких сложностей с этим не возникает? И родная речь, и родное воспитание. Самое еще сложнее однозначно. Но надо стремиться. Мы, по крайней мере, хотим, чтобы это было в обиходе. Ну, в целом мы немного поговорили о вашей профессии, о вашей работе, да, и теперь хотелось бы немного раскрыть вашу личность, да, как человека. Хотелось бы задать несколько вопросов именно по этой тематике. Ну, первый вопрос, ну, такой тоже, наверное, банальный вопрос, на который или задумывались, или отвечали не один раз. Какие качества больше всего цените в людях, а какие качества категорически не приемлете? Наверное, надежность, честность, трудолюбие,
конечно, какие-то, скажем так, ум человека. Ну, что вы имеете в виду да. под ум? То есть его кругозор или Кругозор, что? знания. Может быть, это достаточно сильно связано там со спецификой работы, как бы, да, то есть некомпетентность я не приемлю. То есть грамотность, которая именно грамотность, получена да, извне. Да. Соответственно, как бы отрицательные моменты, с которыми как бы сложно мириться, это вот как бы некомпетентность, обман, ненадежность, да, все, что как бы, да. Лень, к сожалению, как бы присуща всем, и мне тоже в том, наверное, качестве, как бы. С другой стороны, лень двигатель прогресса, но это тоже отрицательный фактор, который... Почему все ругают ленивых, ведь они ничего не сделали, да? Да, но с другой стороны, кто-то поленился встать телевизор, включить пульт придумал, ну, грубо говоря, да? Да. То есть это все равно прогресс. Кто-то не хотел таскать воду, придумал водопровод. Да, то есть здесь есть. То есть вы сторонник этой теории? В какой-то мере, да. Были ли какие-то ситуации, там, может быть, вы там дома, еще что-то, что вот вам было что-то делать лень, и вы там какой-то лайфхак придумали, и вот это стало Наверное, удобно? на память нет. Или ленивые придумали все до вас? Нет. Я тоже много чего придумал, но, вот, скажем так, выделить это не смог. Не припомню, скажем так. Что... Если бы вы могли сделать так, чтобы все люди в мире вот каким-то качеством будет обладать вот каждый из тех, кто есть. Какое-то качество вы можете наделить каждого человека этим качеством. Каким качеством бы вы наделили? Порядочность. Порядочность. Вот одно как порядочность. Ну, раскройте, вот что такое порядочность. Ну, честно сказать, я вот не мастер как бы философии, скажем так, вот, в широком понимании этого смысла. Но это человек, который, скажем так, не подставит другого, не обманет, который, скажем так, в определенных благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах не подведет, а сделает все правильно, как должно быть. Ну, то есть человек, который соответствует каким-то морально-этическим ценностям. Да, ценностям. Да? А какое качество вы бы убрали из каждого человека? Ну, тут может быть или зависть, или злость, вот что-то вот, наверное, зависть. Любите читать книги, смотреть фильмы? Люблю. Ну, не медицинскую литературу, просто. Скажем так, больше смотреть фильмы. Читаю не так часто, но в основном все-таки связано либо с медициной, либо о врачах. Посоветуйте нашим зрителям 3 хороших фильма, вот ваших любимых, и 3 книги. Насчет фильма, наверное, не посоветую, потому что вкусы разные. Ну вот что вам нравится? Вот ваши 3 любимых фильма? Не скажу. Ну, так, на скидку. Ну хотя бы жанр какой вам больше? Жанр, ну, больше расслабляет, как бы отвлекает там какие-то боевики. В целом я, скажем так, не какой-то там киноман, каких-то артистов, этих я идет картинка, да, то есть, как бы, или комедия, или какой-то боевик, который, скажем так, иногда фантастика, да, там ужасами, такими моментами нет. Не увлекаюсь, чаще хожу на детские фильмы с дочкой, как бы. Психологические триллеры вы, в принципе, видите на работе? Ну да, психологические триллеры я как бы не это. Вот. В плане книг бы посоветовал, как бы, и, наверное, вот сейчас там с молодежью буду так предметно говорить, кто поступает в институт, да, все-таки почитать как бы Чехова, его записки о врачах, там есть интересная книжка, в том числе она американская, «Жизнь ничего не значит за зеленой стеной». Это уже современная интерпретация жизни
хирургов, померить в госпитале, как бы очень интересно было, достаточно. Она нравится, я часто перечитываю, в принципе, как бы, вот. Ну, в целом, наверное, все. Можете прочитать какое-нибудь ваше любимое стихотворение? Не смогу. Хоть там 4 строчки. Не любитель этого. Не любитель стихов, в принципе, как бы. А какая-то любимая цитата? Ну, цитату я вот недавно, когда мы встречались в прошлый раз, рассказывал, недавно она мне опять попалась на глаза, как бы, и я еще раз там вник в эту ситуацию. И я действительно, как бы, считаю, это одно из наиболее таких вот, как бы, важных моментов, когда, если помнишь, там, когда ты выходишь из дома, ты являешься представителем своей семьи, и по тебе судят о твоей семье, родителях, братьях, сестрах. Если ты уезжаешь там, из города, Уже по локации? о тебе судят о том, как ты себя ведешь, какой ты, судят о жителях этого там аула, города, там, субъекта, пусть, да, то есть, как бы, ну и так далее, да, то есть, как бы, если ты уезжаешь... Как у Гамзатова, да, по-моему, да, это было, что да. в Дагестане я ташкентец, в России я дагестанец, за рубежом я россиянин. Да, да. Ну, где-то так, да, но все-таки здесь больше речь идет о том, что ты являешься, скажем так, прообразом, ну, вот, грубо говоря, мы встречаемся в компании, пусть в другой стране, и они не знают, кто такой карачаевец, да? И единственный фактор о народе, какой это народ, они могут судить только зная тебя, да? То есть вот как ты поведешь себя вот в этом своем общении, там, коротком, длительном ли, люди будут судить о тебе, через тебя о всем народе. Да? Но это вот третий этап, да, то есть там кто-то скажет, что там о семье, да, то есть как бы, ну это вот, грубо говоря, ближайшее окружение будет судить о твоей семье в зависимости от твоего поведения. Но в какой-то мере, вот здесь, в Ставрополе, живя, да, студент, приехавший, он должен понимать, что он на данный момент, ведя себя, вот они собрались, 20-30 человек в группе, приехавшие из разных уголков, как бы, там, края, там, страны, пусть, как бы, и вот он один карачаевец. И какие этот народ карачаевец, как бы, вот эти 20 человек будут судить о том, в зависимости от его поведения. Да? Во вторую очередь, там, когда он встретится там, где-то здесь, когда мы соберемся карачаевцев, мы будем судить о том, какая у него семья. Да? То есть он будет представителем своей семьи уже там, в национальном каком-то обществе. А все-таки вот этот важный фактор. Да? То есть мне же хочется, чтобы как бы, любой человек, который услышал, а кто такой карачаевец, он подумал, ох, какой народ, да? Значит, там умные люди, там, добрые, трудолюбивые, специалисты своего дела, да. И это где-то зависит, как бы, зачастую от одного человека, да, который как бы является на данный момент титульным лицом этой нации. Да? То есть вот в этом узком обществе в это короткое время. Соответственно, потом человек, кто-то встретит второго карачаевца, третьего карачаевца, может быть, он тогда будет формировать более обширное свое мнение, но на момент сию секунды вот ты являешься представителем всего народа, по сути своей. Получается, да? Да, на твоих плечах, на твоих плечах лицо тысяч. всего, да, всего населения республики, всей твоей национальности. Отлично. Это очень хорошая, правильная мысль, которую, я думаю, должен каждый держать в своей голове и в любой ситуации. Да, так или иначе. Если каждый будет понимать, то и вот эта порядочность, наверное, она вырастет в разы.
на ваш взгляд, что должно быть важным для каждого карачаевца-балкарца? Карачаевки, карачаевца, балкарца, балкарки. Вот что для него должно быть важным? Ну, один из важных факторов сохранить свою национальную идентичность, да, то есть по сути своей есть проблема, есть переживание, что все-таки мы там со временем теряем какие-то, скажем так, свои обычаи, там, устои, наверное, ассимилируемся, да. С одной стороны, это неизбежно, как бы, и идет развитие общества какое-то. С другой стороны, не хочется терять какие-то вещи, там, начиная с обычаев, там, кухня, каких-то вещей, которые, скажем так, присущи. То есть сохранить свою самобытность, свою историю, да, культуру. Да. Это очень важный фактор. У вас есть какой-то любимый нарциус? Нет. Ну, может, там, бабушка, дедушка, кто-то. Не вспомню. Хотя в детстве читал такие книжки, очень интересно было. О чем вы мечтаете? О чем мечтаю? Сложно сказать. Во-первых, и сформулировать сложно. Во-вторых, наверное, не нужно говорить, каждый не может говорить о своих как бы тайных там, желаниях и мечтах. Да? Но в целом, конечно, как бы какие-то вот пожелания в плане там, профессионального как бы, роста, развития, как бы все-таки мне много чего не устраивает наши как бы, существующие как бы системы. Одно из моих желаний и мечты там изменить эту ситуацию. Да, возможно, как бы это будет сложно, возможно, скажем так, лично для меня это будет только создавать какие-то проблемы, а не какие-то плюсы. Но вот система в большей степени даже обучения, не система, может быть, понятно, как бы самого устройства здравоохранения тоже как бы было бы хорошо, но вот сейчас акценты на обучении, и я достаточно болезненно воспринимаю эту ситуацию, которая складывается, и я как являюсь вином этой ситуации, мне это не нравится, и мне хотелось бы это изменить. В то же время я понимаю, что достаточно много факторов, которые на это влияют. У нас есть такая рубрика, каждый гость задает вопрос для следующего гостя, не зная, кто будет следующим гостем. И вот надо, чтобы вы задали свой вопрос да, следующему гостю. Мужчина, женщина, постарше, помладше, какой профессии, мы пока сами не знаем. И после того, как вы зададите свой вопрос, мы зададим вам вопрос от предыдущего гостя. Почему не наоборот? Ну, может быть, что вы не создали свой вопрос на основе его вопроса. Ну, наверное, для следующего гостя я хотел бы узнать, какова цель его жизни. Какая цель да, его жизни? Да. Хорошо. Цель он хочет. И тогда вопрос от нашего предыдущего гостя звучит примерно таким образом. В цитате не скажу, но какие действия нужно предпринять, что нужно сделать, чтобы подрастающее поколение, чтобы наша молодежь любила, ценила, оберегала и придерживалась наших традиций и обычаев? Ну, это мое мнение, возможно, оно будет неполным, возможно, еще что-то можно будет добавить там, еще хорошо подумав, но все-таки сейчас современная действительность ведет к тому, что ценится то, что тиражируется, то, что модно, ну, наверное, больше об этом говорить, больше это показывать, показать, насколько это как бы интересно, насколько это привлекательно, ну, какие-то положительные свойства. Как ваша дочь чувствует себя особенной, да? Да.
именно вот Может это быть как-то такой транслировать? момент, конечно, я же говорю, что если собрались и пишем интервью, чтобы транслировать в соцсетях, грубо говоря, да, то есть там YouTube, телеграм-канал или что-то. Поэтому на данный момент вот это наши платформы, которые, скажем так, дети и там молодежь, где пропадает по сути своей, и тратит очень много времени на просмотр этого. И если там будет достаточно много об этом информации, я думаю, их это заинтересует, по крайней мере. Таким образом вызвать у них интерес. Интерес, да. Конечно, можно говорить о том, что каждая семья должна, но, к сожалению, я думаю, когда молодой человек, ребенок, ему гораздо интереснее, что скажет там кто-то в телефоне или в телевизоре, или, может быть, там родителей, конечно, он слышит, может быть, слушает, да, но если это еще будет подкрепляться внешней картинкой, внешним, скажем так, привлекательностью, наверное, так надо действовать, сложно сказать. Ну и в конце нашей встречи я бы хотел попросить вас дать некие рекомендации или наставления, как бы и в основном, наверное, для молодежи, ну и в целом, как бы, обратиться ко всему народу. Как бы вот, Навряд ли, да, навряд ли какого-то там обращения к народу, все-таки больше к молодежи. То, о чем я уже говорил, для молодежи, скажем так, которая начинает свой путь в жизни, в учебе, в студенчестве, не забывать, что вы на данный момент в единственном лице являетесь представителем своего народа, своей нации, своего там города, своей семьи, что все, кто с вами сегодня общается, будут формировать на базе вашего с вами общения мнение о вашем народе. И еще раз сказать о том, что, к сожалению, без труда в науке, там, тем более в медицине, ничего достичь невозможно, поэтому пожелать всем сил, трудолюбия и энтузиазма. Спасибо еще раз большое за уделенное нам время. Я надеюсь, вы потратили его не впустую. По вашему мнению, я думаю, это видео, вообще эта наша встреча станет полезной и внесет свои плоды и в умы подрастающего поколения, и всем нашим зрителям. Спасибо большое за приглашение. Всегда рад поучаствовать в таких мероприятиях.